Следующая тема – это продажа банковских услуг. Мы говорим о том, чем характеризуются банковские услуги, чем продажа банковских услуг отличаются от других сфер. И самое главное, что делать начинающим специалистам, которые только-только пришли в банк продавать. И на мой взгляд, есть по крайней мере 4 обстоятельства, 4 основных специфических, так скажем, свойства, что характеризует продажу в банковской сфере. Во-первых, это ожидания клиентов. Нигде, наверное, в другой сфере нет настолько высоких ожиданий клиента от сервиса и от знаний специалиста. Поэтому, что здесь можно посоветовать делать? Максимально уделяйте внимание сервису и старайтесь как можно быстрее, как можно лучше разобраться в продукте. Потому что специалист, который не может внятно объяснить клиенту, чем отличается один вклад от другого, чем отличается одна карта от другой карты, он точно ничего клиенту данному не продаст. Следующий момент – страхи и негатив клиентов по отношению к банковской системе. Это есть. С этим сталкиваются специалисты в любом банке. Мы с этим пока что поделать сами ничего не можем. Это определенное отношение населения нашей страны к банкам в целом. Поэтому будьте готовы к тому, что уже некоторые клиенты, еще ни разу не общавшись с вами, приходят на негативе. Для данной сферы, для данного времени это нормально. Дело не в банке, не в вас, а просто вот такая ситуация. Что здесь можно посоветовать? Это максимально опять-таки ориентироваться на сервис и ожидая возможного какого-то негатива, знать точно, что вы будете делать. То есть ни в коем случае не отвечать негатив, наоборот, постараться смягчить вот этот ваш первый контакт. Тема работы с негативом – это отдельная сфера. Конкуренция. На самом деле сегодня в России больше чем 800 различных банков. В Москве более чем 500 представлены из них. И если клиент захочет, например, оформить кредитную карту, у него выбор просто колоссальный. Нет такого, что у вас в банке какой-то уникальный продукт. Не знаю таких банков, не знаю таких продуктов. Как правило, карта одного банка похожа на карту другого банка, вклад в одном банке похож на вклад в другом банке. Разница в процентной ставке есть, но она не столь существенна, как правило. Поэтому что здесь можно посоветовать? Прежде всего, конкурентное преимущество – это вы сами. Действительно. И я видел много раз очередь к конкретному специалисту. То есть свободные специалисты, но клиенты пришли, и они ждут, когда освободится конкретно их специалист, который их обслуживает постоянно. Поэтому, если вы хотите постоянных клиентов, если вы хотите обыгрывать ваших конкурентов, то здесь демонстрировать особенно внимательное отношение к клиенту, прикармливать его этим отношением, сохранять, развивать эти отношения, и тогда никакие конкуренты вам не страшны. Уж поверьте, разница в 1% пункт одной карты, другой карты, он никак не повлияет на выбор клиента, а наличие своего проверенного, надежного и всегда улыбчивого менеджера в конкретном банке, это повлияет. И сложность, неосязаемость продуктов – это, во-первых, услуга, и карты, и вклады, и кредиты – это услуги, и их, за исключением карт, нельзя посмотреть, потрогать, нельзя понять, что вы покупаете, Если мы покупаем, например, галстук, я могу без продавца здесь обойтись, я могу покрутить, примерить, посмотреть, где он произведен, сравнить цены, свойства и сделать выбор. Как правило, все-таки банковская услуга, здесь клиент ждет какой-то консультации, и чем более подробно вы ему разжевываете его выгоды, именно выгоды, не характеристики продукта, а что он, клиент, с этого получит, какая будет его выгода, тем выше вероятность того, что вы можете ему что-то продать. Приводите больше примеров, визуализируйте, калькулятор вам в помощь, таблички, графики, раздатка, блокнотик, ручка, то есть по максимуму задействуйте не один канал, не только на слух, но еще и зрение, то есть клиент должен увидеть свои преимущества. Приведите примеры, аналогии какие-то, если видите, что клиент не понимает, расскажите ему на каком-то более доступном языке, Клиенты разные, есть клиенты опытные, есть клиенты неопытные. Вы должны понимать, с кем вы имеете дело, и если клиент неопытный, еще более доходчиво ему разжевать.